изделий лазерных устройств. За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусматривается наложение в судебном порядке штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей, либо прохождение обязательных работ на срок до 60 часов с наложением запрета на посещение спортивных соревнований на срок от полугода до 3 лет. Напоминаю вам, что на стадионе запрещена реализация и употребление алкогольных продуктов. Обращаем внимание, что на стадионе действует запрет на курение. Добрый день! Сегодня на стадионе «Динамо» встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского
И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет на поле встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, Приморский край, игровая футболка цвета салатовый и спортивная школа по футболу Якутия. Город Якутск, Республика Саха-Якутия, игровая футболка цвета синий. Сегодня в рамках Дальневосточной... У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Представляю вашему вниманию составы играющих команд. И начнем с хозяев. Голкипер номер 32 Макар Пантелеев. Далее полевые игроки. Номер 5 Роман Викторов, номер 11 Денис Димов, номер 16 Арсений Ключник, номер 6 Роман Козлов. 7 Иван Малицкий, 9 Кирилл Марущак, 15 Ярослав Сердюков, 4 Борис Сиводед. Номер 19 Даниил Снытко, номер 8 Иван Тибенко. Тренер команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Тренеры Шарислан Нишанович Салимов и Александр Владиславович Ушахин. Ну и гости. Голкипер номер 16 Максим Костылев. Далее полевые игроки. Номер 66 Богдан Ахмедшин, номер 29 Павел Бакшеев, номер 27 Максим Гавшин, номер 44 Артем Ямашев, 39 Алексей Зорин, 40-й Тимур Кондратьев, 36-й Харысхан Пестряков и 25-й Виталий Сазонов. Номер 99 Максим Серов, номер 77 Леонид Шейн. Главный тренер команды Александр Анатольевич Ланг. 30-й номер Новожилов Глеб, 55-й Севен Субудай, 38-й Федоров Максим. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Арбитр в поле Матвей Воронин из города Хабаровск. Ему помогают Илья Тройников и Артур Никитенко, оба из города Владивосток. Резервный арбитр Эльдар Ширин-Халафов, город Хабаровск. Инспектор сегодняшней встречи Сергей Борисович Александров. Итак, атакуют гости. Футболки салатовые, гетры салатовые, футболка вратаря оранжевая, гетры оранжевые. Ворота Владивостокской команды защищают Пантелеев Макар, номер 32, Викторов Роман, 5 номер, Димов Денис, 11 номер, 16 Ключник Арсений, 6 Козлов Роман, 7 номер Малицкий Иван, 9 Кирилл Марущак, 15 Сердюков Ярослав, 4 Сиводед Борис, 19 Снытко Данил и 8 Ну что ж, гости. номер Тибенко Иван. В запасе Подклассницын Евгений, Находясь большими силами на чужой половине, готовятся к подаче мяча в штрафную площадь соперника. Навес. Сухарев Валерий, 17. Тренера команд Ушахин Александр Владиславович и Салимович Шарислав Мишанович. На матче работает судейская бригада в составе. Розыгрыш между двумя центральными защитниками владивостокцев. Иван Тибенко движется вперед. Никитенко Артур, город Владивосток. И Халафов Эльдар Ширин, резервный арбитр, город Хабаровск. Гости. Снова в попытке наступления. Скидка назад голкиперу, перевод от которого направо. Отличный перепас. Преодоление линии прессинга соперника. Потеря, но тут же подбор в районе средней линии. И снова потеря. Но вновь тут же быстрый отбор. И передача вперед. Справа на фланге. Видимо, действует Максим Гавшин, номер 27. У команды Якутия. Тибенко. Димов. Викторов. Длинный пас вперед. Марущак. Сохраняет классно. Партнеру отдает. Иван Тибенко. Подача. И будет удар.
А вот он первый. От Ярослава Сердюкова. В этом матче на 5-й минуте это произошло. Костылев. Было два предложения от партнеров, как бы разыграть мяч вблизи, но он скомандовал выход. И готов к тому, чтобы сильно вперед мяч отправить. Снытко. Димов. Интересный забег, который прерван свистком арбитра из-за того, что в момент паса нарушение правил состоялось, и со своей половины поля гости будут сейчас мяч разыгрывать. Один из центральных защитников партнера справа подключает, сам отскакивает, ему же мяч возвращен через опорного полузащитника, падение которого оставшийся без внимания от арбитра. Нет, все же нам с вами не показалось. То было нарушение. И снова назначается штрафной. И Тимур Кондратьев вместе с Харисханом Пестряковым. Пара центральных защитников решают, как в данном случае они поступят. Толчок в спину. Но и у мяча Борис Сиводец. Его классная передача вперед. Забег Сердюкова. Выход из ворот Костылева. И после этого шикарная передача от вратаря команды Якутия. Тибенко. И снова Максим. Некая срезка, но все же мяч доходит до партнера. Димов. Сердюков. Малицкий. Перевод. Попадание в соперника, потеря. И вот такой неточный пас от Артема Имашева. Викторов. Тибенко. Марущак. Борис Сиводец, Данил Снытко, Ярослав Сердюков, Денис Димов. И Роман Викторов. И вперед на Малицкого. Серов. Разгоняется Максим. Пас. Перехват. Еще один пас. Забег. Перехват руками. И свисток арбитра из-за этого. Богдан Ахмедшин. Мощный, рослый форвард. Снытко. Прошу прощения, Димов. Пас вперед. Малицкий. Пас назад. Сиводец. Пас вперед. Чуть-чуть оказавшийся неточным. Костылев. Первые 10 минут гости смотрятся молодцами. Против сильного соперника играют. Но никак на данный момент не стесняются факту матча выездного, да еще и с фаворитом. Не только игры, но и сезона.
Снытко. Ахмедшин. Пас направо. И подача. Интересно. Пантелеев, ловля. И в стиле Макара быстрый после этого розыгрыш. Малицкий. Иван смело пошел. И ширину сперва создал для получения. И после этого пытался обыгрывать соперников, проскакивая. Бакшеев. Сердюков. Хладнокровно и спокойно. Димов. Отличная передача! Козлов. Повтор. Классный пас. Супер открывание. И оставшийся неудел Тимур и Харысхан. Кондратьев и Пестряков. Костылев. И в самом деле, без преувеличения мощно вперед ударил голкипер. Команда из Якутии. Его партнеры там, борьбу навязали, за мяч, гости на чужой половине зацепились. При потере в борьбу тут же вступили. Но Димов, очередная классная точная передача от этого парня. И далее смотрите, как развиваются события. Прекрасное взаимодействие, очередной раз. Откшор штанга! И далее. А далее момент упущен. Браво! Отличная атака. Интересная и в какой-то степени завораживающая, как она развивалась. От отбора на своей половине около собственной штрафной и до удара с 6 метров по штанге. Ворот уже соперника. Без передержки, при помощи перепаса, большим количеством людей. Это было здорово. Ахмедшин отдавал и одновременно с этим фалил. Нам предлагается повтор. Левая рука попала по лицу Дениса Димова. Левая рука Богдана. А здесь Богдан прекрасно в подыгрыше срабатывает. Но от Ивана Тибенко не убежать. Хоть и Артем Ямашев пробовал это сделать. Серов, левый защитник. Забег. И Макар Пантелеев в подстраховке. Бакшеев. Наверное, сейчас будет предлагаться Сазонов. Или Зорин. Невынужденная потеря. Тимур Кондратьев тут же сориентировался и мяч себе вернул. И вновь как мощно. Максим Костылев вперед бьет. И снова отлично выходя.
И все заблаговременно читая, Макар Пантелеев подчищает. Бакшеев. Шеи. Снетком. Разбирается. Димов получает. Переводит. С мячом Борис Сиводет. Ярослав Сердюков отлично открылся, обыгрался. Димов. Потеря. Ахмедшин. Не торопится расставаться. И вот такой вот пас придумывает Воед. И Викторов, с которым справляется. Козлов. Малицкий. Заброс. Серов. Малицкий развернулся, сохранил, обыгрался и побежал в штрафную, ожидая передачи. Вот же она. Марущак. Тебенко. Кирилл. Потерян. Шейн. Обыгрыш. Пас налево. 1 в 1. Викторов. Димов до мяча дотянулся, вперед его движение продолжил. Тебенко предложился. Но, а насколько мы с вами понимаем, в центре вместо... Точнее, в паре с Денисом Димовым действует сегодня Арсений Ключник. А Матвей Кузнецов этот матч пропускает. Викторов, Тебенко, Марущак. И это фол от Зорина. Номер 39 у Алексея на спине. Иван Тебенко мяч устанавливает для Дениса Димова. Сигнал был подан. Какого рода подача намечается? И навес классный! Мяч в воротах! Вот это Ярослав Сердюков. А забил, видимо, номер 15. Ярослав. Нет. Но каков же пас, уважаемые зрители. Отличный навес. В район дальней штанги подлет. И там ворвавшиеся игроки Кшор так поборолись, что в итоге один смог ударить. На 18-й минуте хозяева счет открывают. Козлов. Пас. Иван Тебенко.
Подача. Далековато. «20 минут игрового времени позади». Макар Пантелеев мощно бьет. Имеет в атаке Богдана Ахметшина. И четко понимая то, что Богдан может вполне борьбу навязать даже после вот таких передач на дальние, длинные дистанции. Может быть, не особенно как-то хитро, Мяч в но ворота команды СШФ по направлению забил мощного игрок под номером 6 Роман Козлов. партнера, который Счет матча в 1-0 таких впереди команды Кривосток. моментах чувствует себя комфортно. Итак, затаив дыхание, поклонники Кшор наблюдали за тем, как атака будет в итоге завершена. Удар состоялся. Максим Костылев свою команду выручил. Ну а мы только что слышали объявление, что автором первого гола на 18-й минуте стал футболист под номером 6. Один из двух нападающих, Роман Козлов. Ну и давайте, может быть, для тех, кто не знает, напомним, что команда Кшор играет по классической схеме, предусматривающей 4 защитника, 4 полузащитника и 2 нападающих. Один из которых автор гола Роман Козлов. Ахметшин. Сам скорость набирает. Димов в него вцепился. И... ну, собственно, он-то ему и помешал. Бакшеев. Борьба в районе средней линии. Мячом завладев, хозяева левым флангом атакуют. Ярослав Сердюков обманные движения совершает. Против него двое соперников расположились. Один из которых выбил игровой снаряд за боковую линию. Димов. Малицкий в подыгрыше с Ключниковым. С Ключником. Иван Тибенко уже соперника вроде бы смог переиграть. И ложное движение направления, показав, начать уходить в другую сторону, но мяч под контролем оставить не смог. Потерю совершил. Правда, быстро снова мяч у Кшор оказывается. Роман Викторов сильный удар вперед совершает. Там Тимур Кондратьев примерно то же самое делает. Шейн. Адресатом паса был, но до мяча не добрался. Бакшеев его искал. Димов. Викторов. Гостя. Пас. Тибенко. Нужен перевод. А пока на коротке.
взаимодействия. И после вот такого паса во фланг мяч там надолго не задерживается, но все же передача в штрафную следует. Подбор за хозяевами. Димов на ударной позиции, улучшает ее себе и собирается вот-вот пас отдать. После которого прострел от Арсения. Нет, от Кирилла Марущака. Судя по позиции, легкая ловля Максима Костылева. И сильный удар вперед на Богдана Ахметшина, чьи забеги в борьбе с Борисом Сиводедом чрезвычайно интересны. Богдану всего лишь 15 лет. Будет. Совсем скоро. Его данные, они уже впечатляют. И, ну, наверное, главной атакующей надеждой для своей команды Богдан являлся, является и продолжит наверняка таковой же главной надеждой и быть. Ох, какая потеря. Невынужденная и приведшая к суперситуации удар по воротам Сердюков, подкат от защитников в моменте, когда Ярослав пытался повторным своим забегом и, возможно, ударом счет в матче удвоить. Малицкий. Пестряков. Бакшеев. Где Зорин? Снитко. Дима. Безадресно. Прессинг от Якутии. Мяч у Ахметшина. Скидка в центр. Нашелся партнер, который бы помог. И вот такой вот пас носка проходит. Богдан. Навес изящный. И Зорин. Адресатом этого навеса был. А вот Бакшеев с передачей не смог настолько определиться четко и ясно, чтобы более-менее точно при помощи этого своего паса кого-то из партнеров найти. Тибенко. Сиводед. Как насчет открывания нападающих? Пас по диагонали. Арсений Ключник. Где-то в зоне подбора. Тибенко. Димов. Викторов. Обыгрыш. Марущак. Тибенко. Подача. Команде США Замена, уважаемые определена зрители, в составе команды хозяев. О, интересно.
Команде краевой спортивной школы Олимпийского резерва произведена замена. Вместо Арсения Ключника Вместо на поле Арсения выходит Ключника, номер Иван 16, на Бенчаков. поле Иван Бенчаков, номер 12. Малицкий. И ведь разогнался. И сохранил пас, отдав. Козлов. И уже в штрафную площадь ворвался по диагонали. Точный пас, удар от Кирилла Марущика. Попадание в соперника. После этого отбор. И возврат. Навес. И вот такой удар. Роман Викторов. Ну, направо бы. В центр Димов. И направо Денис. А здесь Марущак. Тибенко. Димов. Ошибся. Ахмедшин. Замах. Ну, нет. Обыграть не смог. Классный пас. Открывание отличное. И против Бориса Сиводеда. Богдан Ахмедшин. Вот такая вот разборка. Димов. Тибенко. И вот так вот мягко, аккуратно перевод на Сердюкова, от которого все ждали удара. Тут же. Сразу. Но браво защитники. И непосредственно Павел Бакшеев. Тот, который из них справа. Несложно догадаться, что он должен был там Сердюкову мешать. Тибенко. Нельзя, конечно, столько простора давать, потому что подачу он совершает по многу раз. Самый подающий игрок из футболистов его амплуа в этом сезоне, в этой лиге. Иван Тибенко. Выступает справа. А здесь, развернувшись, оппонента обыгравший. Право на угловой зарабатывает кто-то из больших. Иван Малицкий.
Сиводец. Точно. Козлов. Перевод. Снытко. Шейн. Где-то должен быть в центре. Но это был другой игрок. Виталий Сазонов. Иван Тибенко все больше и больше по ходу этой игры в первом тайме смещается все более и более к центру. Фол тактический. Ну и что получается? Впервые сегодня гости зарабатывают право на угловой удар. И Леонид Шейн, капитан команды гостей, к подаче уже готов. Навес, борьба, попытка пробить блок. Малийский. Еще немножко времени есть. И тем, и другим, чтобы как-то счет поменять. Димов. Классно. На третьего передача удар. От Ярослава Сердюкова. Гости по первому тайму выглядят хорошо, боеспособно, организованно. Первые 10 минут провели они даже с преимуществом. Удар. Удар, спасение. Павел Бакшеев. Здорово. Хороший розыгрыш. Подача. Игра рукой. И под занавес первой половины зарабатывают право гости на штрафной удар, с которого могут что-то опасное создать.
Шейн. Едимов. Но и прозвучал свисток. И как мы с вами догадываемся, уважаемые зрители, он означает то, что завершен первый тайм очередного матча розыгрыша 10-го тура первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет. Но и счет пока что 1-0 в пользу команды хозяев. Благодаря голу, забитому на 18-й минуте Романом Козловым после шикарного, блестящего, практически идеального навеса при исполнении штрафного удара от Дениса Димова. Ну что ж, команды отправляются на перерыв. Давайте мы с вами тоже, уважаемые зрители, позволим себе немножечко отдохнуть.
пацаны ваши сидят? Привет, убираем не то, что-то. Какой ты? Да я это вот хочу, вот мне заявление, что я согласен. Я отправил сразу четверг отправил. Я без претензий, как бы я правил одно, я это переправляю денег этого, чтобы он сказал. Ну и что только один? Стартовал второй тайм. Мы напоминаем состав играющих команд. Наши гости, футболисты США и Якутии, играют в таком составе. Номер 16 Максим Костылев. Номер 66 Богдан Ахмедшин. Номер 29 Павел Бакшеев. Номер 27 Максим Гавшин. Номер 44 Артем Ямашев. Номер 39 Алексей Зорин. Номер 40 Тимур Кондратьев. Номер 36 Харискан Пестряков. Номер 25 Виталий Сазонов. Номер 99 Максим Серов. Номер 77 Леонид Шеин. Главный тренер команды Александр Анатольевич Ланг. Команда Краевой спортивной школы Олимпийского резерва выступает в таком составе. В воротах номер 32 Макар Пантелеев, номер 5 Роман Викторов, номер 11 Денис Димов, номер 6 Роман Козлов, номер 7 Иван Малицкий, номер 9 Кирилл Марущак, номер 15 Ярослав Сердюков, номер 4 Борис Сиводед, номер 19 Данил Смытков, номер 8 Иван Тибенко, номер 12 Иван Венчаков. Тренеры команды Александр Владиславович Ушахин и Шереслан Мишанович Салимов. На матче работает судейская бригада в составе. Судья в поле Матвей Воронин, город Хабаровск. Ему помогают Илья Тройников и Артур Никитенко, область Владивостока. Резервный арбитр Эльдар Ширин Халафов, город Хабаровск. Инспектор матча Сергей Борисович Александров, город Артем. Итак, уважаемые зрители, продолжаем наблюдать за матчем, второй тайм которого уже идет. Очередная встреча 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Владивостокская команда «КШОР», Краевая спортивная школа Олимпийского резерва и спортивная школа «Якутия». Ну и вот такой удар получается. Удар, рикошет, полет мяча.
Ну и прыжок. Отличные действия от Максима Костылева. До мяча дотянувшегося. Классный вратарь у команды гостей, не правда ли? Денис Димов. Он крупным планом. А высоченная подача. Иван Малицкий выпрыгивание. Иван Тибенко ускорение. Малицкий. Назад. Продолжение практически каждый раз находят игроки команды КШО. Интересным образом мяч друг другу переадресовывают. Фланги наступления меняя. И разного рода передачи внутрь штрафной площади соперника используя. Сражение, отбор и пас. Костылев. И вот так вот классно налево. Ярослав Сердюков. Прострел, мяч летит. И где там остается он? В итоге у кого? Удар поворотом 2-0. Мяч на свой счет записывает Иван Малицкий. Номер 7. Удар которого в конечном итоге состоялся. После прострела вот здесь уже было опасно. Активнейший прессинг Козлова и Марущака, приведший к тому, что игровой снаряд отскочил удобным образом к Ивану Малицкому, который преимущество своей команды в счете удвоил. Леонид Шейн поборолся, передача проходит, выход. Мог состояться к воротам владивостокцев. Алексей Зорин это был. Но Борис Сиводед все же смог успеть ему помешать. Классно в отборе. Отличная игра на опережение. И повтор эпизода нам тут же предлагается. Мяч в ворота команды США Якутия. Это Иван Винчаков, уважаемые зрители, появившийся сразу после перерыва. Нет, прошу прощения, еще по ходу первого тайма. Викторов, Винчаков направо. Марущак в центр. И вот так черпачок. Малицкий. Леонид Шейн, по мнению арбитра, правила нарушил. Тибенко. Димов. Продолжают хозяева давить. С большим желанием выступая. 2 гола уже забив. Но при всем при этом темпа не сбавляя. Костылев. Ох, какая передача. Замечательная по задумке.
Снытко. Димов. Удар поворотом последует ли? Со средней дистанции. Тибенко. Роман Викторов. Как получилось? Здорово для Кшор. Удар поворотом 3-0. Счет становится крупным. Начало было положено в этом голевом эпизоде с вброса классного от Викторова. Ну и даже мяча не коснувшись, Денис Димов участие здесь принял. Смотрите. Денис не смог дотянуться. Иван Малицкий тоже в этом моменте бежал. Мячом завладел, удар нанес. И вот таким вот образом, достаточно неожиданно, хозяева забивают гол в моменте, который еще буквально за секунду-другую до этого ничего опасного не предвещал. Вбрасывание за боковой, вдалеке от ворот, оперативно преобразованное в гол. Димов. А в зону подбора Денис отправляется, а к подаче Иван Тибенко готовится. Руку поднимает, навешивает, мяч летит. Максим Серов. Ахмедшин. А, 10-10? Да, перепутали команду. У нас Коля сокрушался. Петросов? Да. Да. Так его, у него сына заменили на 55-й, а мы на 80-й карточку дали. Понял, да? Я говорю, Коля, ты давай, все записывай, напиши хотя бы. Москву, Казахстан. Они поэтому больше Сувики дают. А? Но ее нету больше назначения. Их же дисквалифицировали на 10. Кондратьев. Димов. Винчаков. Севадет. Снытко. Мяч в ворота команды соперника забил игрок под номером 7 Посмотрел в Иван одну сторону, Малицкий. отдал в другую. Развернувшись, далее вправо. Мяч. Кто? Роман Козлов. Перепасовывает. Марущак, Винчаков, Кондратьев, Ахмедшин.
Скидка Зорина. Подключал Богдан. Хозяева отобрали, вперед продвинулись, в штрафную площадь ворвались, пробили вновь. Иван Малицкий, действующий сегодня, да и всегда, активно, вдохновенно, а вновь в моменте был. Севадет. С Макаром Пантелеевым обыгравшись. Викторов. Иван Утебенко направо отдавший. Козлов, разгоняющийся между линиями, открывшись до этого, мяч получив, отдав, и прострел опасный. Где в итоге мяч? А выбивается он Виталием Сазоновым. Ну, прекрасно это. Отличный переход из обороны в наступление. Опасный подход. За которым сверхинтересно вновь было наблюдать. Нарушение. Павел Бакшеев в спину Романа Козлова подтолкнул. Матвей Воронин. На положенное расстояние отодвигает футболиста, изображающего стенку. Готовится розыгрыш. В стенке один человек, а к розыгрышу готовится по меньшей мере двое. Подача от Димова. Ох, как классно! Иван Малицкий здесь чуть-чуть не смог в нужное мгновение сконцентрироваться. Мяч прямо рядом с ним пролетел. Двойная замена готовится. У гостей игроки под номером 38 и 30. Сейчас на поле выйдут Максим Федоров Двойная замена и Глеб Новожилов. СШФ Якутия. Вместо Артема Ямашева, номер 44, в игру вступил Максим Федоров, номер 38. И вместо Виталия Сазонова, номер 25, в игру вступил Глеб Новожилов, номер 30. Двое футболистов, которые пределы поля покинули, это игроки в центре поля, которые действовали. И вместо них спортсмены, вышедшие, наверняка эти же позиции и займут. Федоров, Новожилов, их. Попробуем мы на поле рассмотреть. А пока Зорин. Из тройки центральных полузащитников оставшийся. Только что в моменте был. Бакшеев. Заброс. Малицкий. Сердюков поторапливается. Козлов обыгрывает. Влазит в штрафную. Скидку совершает. Иван Тебенко здорово. На небольшом расстоянии качнул соперника в одну сторону, ушел в другую. И еще один удар в створ ворот от хозяев. Серов. Которому разогнаться не дают, хотя он с удовольствием бы, наверное, пробежался. Вплоть до чужой штрафной. Новожилов в игру включился, в одном из моментов уже поучаствовал. Костылев. Положение вне игры. Богдан Ахмедшин в момент скидки от Максима Гавшина. Вот знаете, можно по-разному, наверное, крупно проигрывать. Вот сегодня счет уже 3-0. Но в отсутствии огромного желания играть
Абсолютно гостей невозможно упрекнуть. Они, смотрите, насколько много совершают разных действий. И без мяча, и на мяче, и каждый в отдельности. И даже вот так вот за счет прессинга. Шанс только что заполучают. И это отличным образом как раз и символизирует то, насколько они сегодня с горящими глазами играют. Не просто отчаянно сражаются, а бьются. В моментах, когда абсолютно не складываются ощущения, что что-то им не под силу. Очень приятно за гостями наблюдать в плане вот этой самоотдачи. Ну и, пожалуй, эту мысль закончу тем, с чего и начал. Такое явление само по себе тогда, когда клуб проигрывает, достаточно крупно заметить мы можем с вами весьма редко. Еще одна серия классного перепаса между друг другом. Большого количества игроков Кшор. И в итоге всего этого подача в штрафную, после которой мяч за линию ворот выбивается. И еще один угловой сейчас владивостокцами будет подан. Подача. И удар Иван Малицкий снова. А вот, наверное, чего не хватает гостям. Так это некой, может быть, плотности действий с уже прям-таки атакующими футболистами соперника около собственных ворот. Викторов. До линии штрафной не долетал. Ну, сумасшедший. Вновь Кшор, Винчиков. Марущак, вовремя включившись, мяч забрав, организовал под передачу. С нитком на Сердюкова. Пакшеев. С Новожиловым. После этого от Пестрякова. Неточный пас. Вперед. Димов. Да, и одновременно с тем, что выделяются такой самоотдачей и большим желанием к игре гостя, конечно же, есть, наверное, нам все основания еще раз отметить и про высокую концентрацию вне зависимости от счета. Кшор. Они 3-0 ведут, но они по-прежнему
в каждом своем владении стараются двигать мяч вперед. И действовать остро, и зрелищно. Отличная команда. Очередную свою домашнюю игру проводящая. Ахмедшин. Мяч чуть неудобно скакнул. Хоть все необходимые старания и стремления к поиску этого мяча Богдан в том моменте и проявил. Но все же мяч укротить не сумел. И еще 15 минут обеим командам в этом матче играть. Максим Серов. Ну вот, кстати, смотрите, Глеб Новожилов достаточно заметен, выйдя на замену. Замена в составе команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Покидает поле игрок под номером 6 Роман Козлов. В игру вступает Валерий Вместо Сухарев, Романа номер 17. Козлова у Краевой спортивной школы Олимпийского резерва у владивостокцев появляется Валерий Сухарев. И 17-й номер отправляется куда-то в атаку. Новожилов. Зорин скорость набрал. Ах, как он здорово бежать, оказывается, умеет. И нужен бы перевод. Но это действие соперника прочел, по-моему, Данил Снытко. Малицкий одного обыграл, от второго убежал, приближается к воротам, бьет с левой ноги. Здорово, динамично, интересно, опасно. Кондратьев. Ахмедшин. И Гавшин. И его пас. Глеб Новожилов не поспевает. Малицкий. И здесь ногу нашел, как использовать для того, чтобы мяч для своей команды сохранить. И очередную быструю атаку организовать. Серов. Новожилов открывается. В касание на третьего отдает не точно. Димов. Классно. Малицкий. И продолжает Иван. И забивает со острейшего угла 4-0. Красивейшим образом. Когда казалось, что все. А в этом моменте больше уже не выжать ничего. Мяч в ворота команды СШФ Иван так забил. стопу выкрутил, вывернул, что смог все же игровой снаряд в ворота отправить. Но каков же Димов? Его очередной голевой пас. Краевой спортивной школы Олимпийского резерва произведена замена. Вместо Магара Пантелеева, номер 32, в игру вступил Евгений Колосницын, номер 1. Это нам с вами показывают Евгения Колосницына.
голкипера владивостокцев, вышедшего на замену вместо Макара Пантелеева. Викторов. Сердюков. Снытко. И неустающий Малицкий. Борис Севадет отлично выпрыгнул из-под прессинга. Не за счет выбивания, а за счет перепаса. Хозяева. Раз, два, три, четыре. Классно мячик прокатили. Среднюю линию преодолели. И продолжают пасовать друг другу. В итоге уже и в штрафную вбегают. Разворот, скидка, расстрел. Федоров. И тут же прессинг, отбор. И забег. Севадет, Ахмедшин и вышедший Колосницын. Блестящая диагональная передача. Сердюков. Обманные движения. Выход на позицию для прострела. Пас поперек. Марущак. Серов мяч выбивает. Арбитр сигнализирует, что еще одна замена сейчас в составе краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Вместо игрока под номером 7 Ивана Малицкого в игру вступил игрок под номером 21 Егор Рябаконов. Вместо Романа Викторова номер 5 на поле появился Константин Курилов номер 2. И вместо Данила Снытко номер 19 в игру вступил игрок под номером 26 Егор Буслов. Прослушали мы с вами внимательно. Егор Буслов появляется вместо Данила Снытко. Константин Курилов вместо Романа Викторова. И Егор Рябаконов вместо Ивана Малицкого. Максим Серов, Тимур Кондратьев, Максим Костылев. И снова в атаке. Шор. Перевод. Справа налево. Прострел. Новожилов. Кондратьев.
Кондратьев был там рядом, а неточную передачу отдал Пестряков. Марущак. Тебенко. Столько рывков совершают за всю игру каждый из игроков, из футболистов команды КШОР. О, Борис Ивадет, ничего себе! Отличное решение и здорово получившийся удар издали. Еще одно впечатляющее действие от КШОР в этом матче. Наложилов. Фол. Замена, но, видимо, в составе гостей. Очередные замены в матче. Еще Команда целых спортивной школы Олимпийского резерва покидает поле Иван Тебенко, номер 8. В игру уходит Герман Драйгл, номер 3. И четверная замена в составе команды из Якутии. Вместо игрока под номером 29 Павла Бакшеева в игру вступил у команды Якутия в это же самое время Субудай Селан. Вместо Герман Драйгал. Вместо Алексея Ивана Зорина, Тебенко. номер 39, вышел игрок под номером 35 Ренат Лавров. Вместо игрока под номером 27 Максима Гавшина в игру вступил Мансур Исмаилов, номер 28. И вместо игрока под номером 99 Максима Серова на поле появился игрок под номером 31 Матвей Николаев. Это фэшка лига. Это самое. Ну вот то, что наши мнения. Кормили, ездили, потому что закорил, победил. А потом тур вниз. Итак, замены произошли. Федоров, мы видим то, что в атаке стал у гостей. Богдан Ахмедшин где-то в центре. Сейчас. Вот сейчас в данном случае оба данных футболиста прессинговали. Но владивостокцы справились. Марущак. Да. Маленьких не видел. А население просто такое. Буслов. Потеря. Федоров. Курила. Пусть они принимают решение. Марущак. Разворот. Скорость набирает. Футболисты настолько свежи еще, что те, что другие. Что полное ощущение их готовности игру продолжить еще хотя бы даже и в третьем тайме. А пока Денис Димов. Мяч пролетает рядом со штангой. Может быть, нам и повтор покажут. Еще раз с вами попробуем за этим эпизодом понаблюдать. Денис получил и с правой ноги пробил. Но вновь обращает на себя внимание то, что огромное пространство вокруг него свободное было в момент приема. И у защитников в этом матче уж во всяком случае не получилось. В опасной близости собственных ворот гостей.
Ну, вот такую надежность своими действиями обеспечить, чтобы ну, совсем свободных действий сопернику не давать. Причем, может быть, даже не столько свободных, сколько легких. Тогда, когда вот чересчур далековато от себя владивостокцев гости отпускают. Димов. О, какая передачка. И налево еще пас. Сердюков. Блок. Севен Субудай, номер 55. Внимание! К основному времени матча А добавлено 2 вышедший вместо минуты. Максима Гавшина. Димов. Костылев. Ого. Как здорово вбрасывает. Федоров. Ахмедшин. Новожилов. Ну, Сиводед. Нет, не так. Но Сиводец. Пожалуй, так будет лучше. И правильнее сказать. Но все подчищает. А здесь теряет. Ну, отлично, в помощь включается кто? Иван Венчаков? Возможно. А пока Севен Субудай. Иван. И вдоль боковой линии точный пас. Егор Рябаконов. Валерия Сухарева. Костылев сильно бьет вперед. И Венчаков снова, обратите внимание. Здорово эпизод читает и быстро классную позицию занимает. И прозвучал свисток, который эту игру заканчивает. И мы с вами, уважаемые любители футбола, Матч окончен. Со счетом что делаем? 4-0 победу Это держала обе команда команды за Кировской школы игру. Олимпийского резерва. Быстро, весело. Поздравляем ребят с Благодарим. победой. И до Шор с следующих победой встреч. поздравляем. Молодцы. Ну и что? Пожалуй, фиксируем, что по результатам очередного матча 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет в противостоянии между коллективами Краевая спортивная школа Олимпийского резерва город Владивосток и спортивная школа по футболу город Якутия победу одерживает хозяева со счетом 4-0. И на этом, уважаемые зрители, основная часть нашего очередного репортажа подходит к завершению. И нам лишь только остается с вами на прощание друг другу пожелать всего самого лучшего и доброго. Впереди нас с вами ждет еще обзор опасных моментов и интервью игроков и тренеров по одному от каждой из команд. Ну, а я со своей стороны, по традиции, как и в конце каждой трансляции, призываю вас всех заниматься спортом. Потому что спорта в жизни современного человека должно быть много.
Максим Костылев, голкипер команды СШФ Якутии. Ну, комментарий к матчу. Ну, игра понравилась, много ударов было. Только нам не получилось реализовать момент. А так, очень классно. Больше таких игр. Сегодня у тебя было много работы, и ты несколько сложных ударов подтащил, и с какими-то ударами не удалось справиться. Как считаешь, где мог выручить? Мог выручить 2 раза у штанги, просто не надо было ложиться, а играть телом. Как команда выступает в сезоне? В целом, что получается, что не получается? Все-таки первый круг вот как раз позади, начинается второй круг. Ну, сначала мы играли похуже, потом с тренировками прибавили и начали на равном играть с сильными командами. Еще у нас 2 игры, должны выиграть. Ну все, удачи, спасибо. Александр Анатольевич Ланг, тренер команды Якутии. Ну, комментарий к игре? Игра получилась сложная, как мы ожидали, но первый тайм был довольно-таки ровная игра, можно сказать, с небольшим преимуществом команды хозяев. Но все равно были и подходы к чужой штрафной, и полумоменты возникали. Итог первого тайма 1-0, а второй тайм подсели физически. Видно было уже в конце первого тайма даже, что физически чуть подсели ребята. Поэтому вышли в второй тайм, начали за буквально 10 минут, пропустили 2 гола, и в принципе игра уже была сделана. Поэтому, ну, по сравнению с первой игрой мы уже играем вторую игру с командой Кшор на этом турнире. Сделали кое-какие выводы, и по сравнению с первой игрой, конечно, игра получилась, ну, говорю, особенно первый тайм, более уже достойно. Поэтому команда Кшор недаром в лидерах идет. Поэтому, думаю, сыграли не совсем плохо. Ну, и есть положительные моменты, по сравнению с первой игрой есть прогресс. Ну, об этом и игрок сказал, вашей команды. Что у вас вот погода хорошая такая, казалось бы, можно было бы вообще идеально для футбола. Почему именно подсела команда? Что не хватило? Ну, возможно, сказывается и перелет. Мы только прилетели утром здесь, и климат, возможно, сказывается. Ну, такие факторы тоже, они не на последней очереди стоят. Поэтому, как бы так. Ну, в принципе, я ребятами, можно сказать, доволен их не самоотдачей. Особенно, говорю, первый тайм мне очень понравился. Они играли и пытались и атаковать, не только от обороны играли. Поэтому, в принципе, ребята все равно молодцы. Все, спасибо большое. Александр Владиславович Ушахин, тренер команды Краево-спортивной школы Олимпийского резерва. Комментарий к матчу. Ну, игра складывалась не очень легко. Первый тайм было небольшое количество подходов. Маленько у ребят не получалось играть свой футбол, который тренируем. Но фактор везения все-таки сработал. Забили гол. Во втором тайме, в перерыве между таймами сделали коррективы. Ребята вышли мобилизованные, но не без доли везения. Второй, третий мяч. Ну, затем раскрепостились и играли и действовали между собой правильно. Было много проникающих передач, вбеганий туда, ну, соответственно, и голы. Готовимся к следующим соперникам. Да, двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Спасибо. Кирилл Марущак. Кирилл, ну с победой. Когда тебя наконец прорвет? Ну, не знаю, пока работаем на тренировках, стараемся делать больше акцент на атаку. Ну,
Когда прострелят, тогда забьем. Скажи, сегодня в первом тайме не так игра получилась, как во втором, потому что во втором и по качеству игры, и по созданным моментам команда, конечно, заметно себя превосходила. Разговор, наверное, был в раздевалке. Да, тренер сказал, сделали нам замечания, мы их усвоили, вышли на второй тайм и сделали свое дело. Все. Ну еще раз с победой, молодцы. Нормально.